Доброе утро, дорогие телезрители. На календаре 9 июня, день недели, понедельник. Вы смотрите «Утро Якутии», самую уютную, семейную, добрую утреннюю программу на телеканале «Якутия-24». И в ближайшее время будем, конечно же, мы делать что? Заряжать вас энергией на весь сегодняшний день, а с учетом того, что сегодня понедельник, на всю текущую рабочую неделю. Благо, она, кстати, сокращенная, опять не прошло и месяца, хотелось бы сказать, но месяц последних длинных выходных, конечно же, уже прошел. Вот почти что буквально вот-вот. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы почерпнуть энергии, чтобы ваши дела сегодня делались хорошо, чтобы все ваши цели достигались. И дабы поднять вам настроение еще больше, небольшой сюрприз для вас. Сегодня вновь будет у нас игра, в которой вы можете поучаствовать и получить за это некий приз. Игра будет проходить в нашем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь на него обязательно, следите за новостями в течение дня. Все там появится, все там разжуют, расскажут, покажут, и будет у вас возможность поиграть и получить приз. Я думаю, новость просто замечательная. Ну а мы переходим к такому разделу на начало нашей программы понедельничной. Пока вы спали, мы ее славно так называем, и поговорим немножко в первую очередь про музыку, потому что замечательное видео к нам попало, на котором молодой мужчина обучает своих питомцев игре на пианино. Пишут, что изначально он вообще тренировал своего пса, лабрадора по кличке Руби, но со временем процессом заинтересовался и его лучший друг, кот по кличке Перл. А для них хозяин смастерил специальные картонные клавиши, и с каждым разом у трио получается все лучше и лучше играть на этом инструменте. Возможно, скоро когда-то вживую будут давать концерты, кто же знает. Ну а мы перейдем к летней новости такой, потому что лето в разгаре, а тем временем школьники из Анабарского района лепят снеговиков из настоящего снега. В селе Юрюнгхая Анабарского района до сих пор лежит снег и держится минусовая температура. На кадрах видно, как дети во время открытия летнего школьного лагеря, одетые в куртки и шапки, лепят снеговиков, и это прекрасно, потому что, ну, как бы необычно, да, нам смотреть на то, что летом у нас вот такая вот история может быть, потому что летом все-таки хочется тепла, солнца, а не снеговиков лепить. Тем не менее, необычно. Ну а в целом с наступлением лета все мы немного просыпаемся, и получается, появляется возможность такая летом у нас заниматься спортом на свежем воздухе и стать более активными. И более того, если говорить про Якутск, ведь у нас существует огромное место, где можно найти прям фактически тренажеры, на которых можно позаниматься и привести себя в порядок. Вот о том, как правильно пользоваться ресурсом в виде уличных воркаут, так сказать, площадок, мы сегодня рассказываем в нашей рубрике «Утренняя зарядка». Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Сегодня мы будем работать на воркаут-площадке. Это спортивные объекты в нашем городе, где может заниматься каждый желающий абсолютно бесплатно. Первое упражнение выполняем гиперэкстензия. В этом тренажере очень важно выбрать положение по росту. У меня по росту подходит первая ступенька. Стопы я четко упираю в перекладину заднюю. Тазовые кости лежат по верхнему краю. То есть у меня не должно быть вот такого положения. Я стою на первую ступеньку, делаю вдох. На вдохе я опускаюсь, растягиваю поясничные мышцы. И на выдохе я до ровного положения поднимаюсь. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Выполняем так 15 повторений по 3 подхода. Важно не переразгибаться. Ни в коем случае мы не должны переразгибать поясничный отдел. Иначе мы получим травму. В этом тренажере мы хорошо укрепляем наш поясничный отдел. Мышцы кора. Напоминаю, это тренажер гиперэкстензия на проработку мышц поясничного отдела. Важно не переразгибать поясничный отдел и подобрать четко ровное положение по росту. Следующее упражнение на проработку мышц пресса. Выполняем его в тренажере в висе. В этом тренажере очень важно зафиксировать локтевые суставы по рукояткам, обхватить наши поручни и вытянуть корпус. Делаем вдох, ножки вместе, коленочки подтягиваем к корпусу до 90 градусов. На выдохе мы отпустили. Вдох, выдох, вдох, выдох. Важно, чтобы корпус, задняя часть спины крепко прилегала к спинке.
выдох. Выполняем так 15 повторений по 3 подхода. Это был упрощенный вариант. Сейчас мы покажем более сложный вариант с прямыми ногами. То же самое, плотно фиксируем наш корпус, делаем вдох, на выдохе мы ножки прямые подтягиваем до 90 градусов. Выдох, выдох, вдох. Важно поясничный отдел не отрывать. Ну, занятие на улице полезно чем? Что свежий воздух, больше кислорода поступает в наш организм, и тело им обогащается. Ну, а насколько сегодня будет такая возможность позаниматься на улице, давайте узнаем из прогноза погоды, немножко поговорим о том, что за окном. По данным гидрометцентра, в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 17 до плюс 25, в заречной группе от 14 до 24 градусов тепла, в южных 13-20 со знаком плюс, в Вилюйской группе плюс 17, плюс 26, в Нижнеленских плюс 16, плюс 23, в западных плюс 14, плюс 26. В Колымо-Индигирской группе Улусов от плюс 1 до плюс 17, в Янских 8-23 со знаком плюс, на северо-западе 5-27 градусов тепла. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра была 12 градусов со знаком плюс, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер северо-запад от 1 до 3 метров в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается солнечная погода, ветер также северный от 1 до 3 метров в секунду, температура воздуха ожидается, что остановится на отметке плюс 23, плюс 24 градуса. Ну а сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Семьям с детьми станет проще получить доступ к материнскому капиталу. Закон призван сократить сроки рассмотрения заявления распоряжением от капитала, направлением межведомственного запроса соцфондом и его рассмотрением соответствующими органами и организациями. Ну а также сроки вынесения решения по заявлению распоряжением от капитала. Так, со дня рождения ребенка и передачи сведений об этом через портал госуслуг до получения сертификата на мат-капитал, согласно закону, должно пройти не более 5 дней, а срок межведомственного взаимодействия по вопросу предоставления мат-капитала должен составить не более 2 суток. Впервые в истории республики состоялось бракосочетание на дополнительном месте проведения торжественных регистраций. Молодая пара Василины Шахурдиной и Бориса Трофимова связала себя узами брака в самом сердце Якутии на площади республики. Молодоженов с самым важным днем рождения новой семьи поздравил глава Якутии. Отмечу, что браки также можно заключать на Ленских столбах, и в парке культуры и отдыха в Якутске. Для этого новобрачным достаточно подать заявление в ЗАГС по месту жительства и указать, где они хотят провести свою церемонию. Регистрации свадеб у нас будут проходить каждую пятницу-субботу. Записаться можно через госуслуги. Просто в зале, место, где проводится регистрация, необходимо выбрать площадь республики. Ну, на июнь у нас запись достаточно уже плотная. Хочу сказать, что молодожены с энтузиазмом восприняли нашу идею, и запись уже на июнь полная. Выставка изделий из конского волоса открылась в рамках ИСЭХа мира в Монголии. Гости смогут увидеть традиционные украшения, предметы быта и декоративно-прикладного искусства, отражающие почитание коня как символа жизни, плодородия и духовной связи с природой. Мероприятие станет важным шагом в укреплении культурных связей между Монголией и Якутией, а также позволит жителям и гостям Улан-Батора познакомиться с уникальными традициями народа Саха. Плетение из конского волоса, все вот различные технологии передали нам из далеких времен. И мы сегодня вот сохраняем это ремесло, плетение из конского волоса. Это уже у нас и в быту, да, и в новых работах наших художников, дизайнеров, в том числе и креативной экономики, да. Вот наше ремесло плетение из конского волоса идет. И мы, конечно, очень
очень рады, да, что именно мы вот выставляем вот такую уникальную выставку, да, работ наших мастеров Республики Саха-Якутия вот в городе Улан-Батор, Монголия. Галерея зарубежного искусства имени Габышева провела для якутян фестиваль «Дорога в лето». Праздничное мероприятие прошло в преддверии празднования Дня России. Для участников подготовили арт-ярмарку, экскурсию по саду вместе со знакомством с расцветающими растениями сквера. Также гости могли посетить уникальную выставку, посвященную творчеству и живописи Яна Йозефа Хереманса. На открытии выступили детские музыкальные коллективы, а жители могли поучаствовать в акции «Цвета моей страны», став соавтором картины, вдохновленной флагом страны. Городской пляж Якутска откроется 9 июня. Результаты лабораторных исследований подтвердили соответствие песка и воды санитарным нормам. Кроме уборки территории, также выполнена подготовка материальных запасов, установлены буйки для разграничения зоны купания, размещены стенды с правилами поведения на воде, подготовлены спасательные средства и лежаки. Обучены спасатели, продолжается набор волонтеров для уборки пляжа. В целом готовность объекта к открытию оценивается как высокая. Ну а далее поговорим про самый важный документ для любого гражданина Российской Федерации. Это, конечно же, паспорт гражданина Российской Федерации. Самый главный документ любого россиянина. Только при наличии паспорта можно совершать все операции, связанные со здравоохранением, финансами, образованием и так далее. И подробнее о том, когда нужно менять паспорт и что для этого нужно, нам расскажет специалист клиентской службы Центра «Мои документы» Аина Бугаева. Аина, доброе утро. Здравствуйте. Вот. Ну, собственно, паспорт, да, документ, который с нами всю жизнь, пускай и меняется периодически. Когда нужно заявление на выдачу паспорта подавать, какие сроки? Ну, заявление на выдачу паспорта подается в случае достижения 14 лет, также при получении гражданства Российской Федерации. На замену паспорта в случае, если по достижении 20 и 45 лет, смена установочных данных, сведений о дате, месте рождения, пола, также при утрате хищения, при износе паспорта, существенных изменений внешности, это подтвержденных медицинскими документами. Ну и если в паспорте не хватает страниц для проставления предусмотренных отметок. И в случае, если вот при хищении, утрате паспорта, получении гражданства, это обращаются напрямую в орган, то есть через МФЦ не осуществляется прием заявления. А, собственно, сроки какие? То есть, вот, к примеру, первый паспорт, 14 лет его выдают сегодня. Вот, за сколько до исполнения 14 лет или там, наоборот, после там, исполнения 14 лет нужно прийти и уже подавать документы? Заявление подается на завтра. То есть в день рождения паспорт подавать нельзя. Установленный срок 90 календарных дней. То есть в течение 90 Да, дней нужно успеть. Это да, также да. касается достижений 21, если не ошибаюсь, года или 20 20 и 45. 20 и 45. То есть на следующий день берем документы Да. и идем оставлять заявку Да, на получение верно. паспорта или его замену. И, собственно говоря, про документы. А какие нужны документы? Так, для взрослых граждан потребуется, ну, соответственно, паспорт, подлежащий замене, 2 фотографии размером 35 на 45, документ воинского учета от 18 до 55 лет у мужчин, и при наличии у женщин оплатить госпошлину можно сразу в окне у специалиста по банковским картам. И для проставления отметок, предусмотренных, дополнительно могут предоставить свидетельство заключения либо расторжения брака и свидетельство рождения детей до 14 лет. А вот детям, впервые получающим паспорт, тоже предоставляют свидетельство о рождении. Также 2 фотографии таким же размером, оплачивают госпошлину и документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации. И в случае, если у ребенка такого документа, ну, такого документа нету, у нас на базе МФЦ есть, ну, осуществляется прием, комплексный прием заявлений, то есть паспорт Российской Федерации плюс гражданство. Здорово. А сроки предоставления услуги какие? То есть вот сегодня человек проснулся с документами в МФЦ к вам, пришел бодро, добро,
И через сколько он уже документ главный получит? Срок предоставления при смене получения паспорта 7 рабочих дней, и вот комплексная услуга также предоставляется 7 рабочих дней. То есть уже в следующий понедельник человек, ну если мы говорим про сегодня, в следующий понедельник уже будет с новым паспортом Да, все верно. гражданина Российской Федерации. Но вот говоря про вообще получение паспорта впервые, да, все-таки это такое событие, которое оно важное для каждого человека, то есть ты становишься полноценным гражданином Российской Федерации. И как-то вот в МФЦ возможно ли, а может быть что-то уже делаете, да, для того, чтобы этот момент был действительно запоминающимся, каким-то торжественным в какой-то степени? Да, все верно. То есть в офисах города Якутска, также в некоторых районных отделениях мы ведем торжественная выдача паспортов у нас есть. Все даты приурочены к государственным либо национальным праздникам. Например, ближайшая дата это у нас будет 11 июня, День России, и следующая дата запланирована на 8 июля, в День семьи. То есть это такие красные дни календаря, в которые получение паспорта действительно станет торжеством. Вот записаться на торжественное вручение нужно будет при подаче заявления в окне у специалиста. Такой вопрос, да, вот мы говорим про то есть смена паспорта при достижении возраста, это как бы процедура нормальная. Иногда бывает, тоже перечислили, что износился паспорт, да, что-то он утерялся и так далее. А в таких случаях предусмотрены ли еще какие-то штрафные санкции за замену документа? Если в течение 90 дней они не успели подать заявление, они могут уже обратиться напрямую в полномоченный орган, либо пройти административную комиссию и уже через МФЦ. Это касается вот даже и утери паспорта в том Нет, числе? в случае утери там уже напрямую полномоченный орган обращается. Просто какая-то предусмотрена или пошлина штрафная именно за то, что все-таки у нас на последней странице паспорта написано, что паспорт нужно хранить и беречь, а человек, если потерял, все-таки как будто бы немножко это правило нарушен. И последний вопрос такой, в легкой шуточной форме, возможно, а может быть не шуточной, кто знает, да, вечная проблема, тем не менее. Делают ли в МФЦ фото на паспорт? Нет, в центрах мои документа фотостудий нету, поэтому нужно будет заранее уже подойти с готовыми фотографиями. Может быть, однажды все изменится, и можно будет и щелкнуться прямо там. Аина, спасибо вам большое за эту беседу. Действительно, поговорили про главный документ, еще и в преддверии, кстати, праздника Дня России, поговорили про главный документ гражданина Российской Федерации. Вам хорошего дня и успехов в работе. Спасибо большое. А мы упомянули немножко, да, что получение первого паспорта в 14 лет важное событие для любого подростка, и радость от этого, как правило, можно разделить со своими близкими, ведь наличие этого документа можно считать свидетельством того, что человек стал взрослее. Но, к сожалению, в нашем мире бывает так, что у ребенка нет самых близких людей, родителей. Особенно это грустно, когда ребенок еще мал. Однако шанс обрести новую семью есть у каждого, а мы совместно с благотворительным фондом «Измени одну жизнь» стараемся сделать так, чтобы дети, которым нужна новая семья, обретали ее. Сайнару 2 года. Он у нас мальчик спокойный, добрый, с удовольствием играет со своими сверстниками. Помощь взрослых принимает охотно. В игре предпочитает подвижные игры, любит играть машинками, кубиками. После игры всегда собирает игрушки без напоминаний, любит под музыку танцевать. Сайнар сам самостоятельно кушает, проявляет доброжелательное отношение к окружающим. Настроение у него всегда веселое. Подвижный и любознательный Сайнар играет с большими и маленькими машинками, катает и бросает мячики, строит башни из разноцветных кубиков, собирает и разбирает пирамидки. А еще ему нравится изучать устройство бизибордов, сортировать разные предметы по корзиночкам. Сайнар с большим удовольствием посещает музыкальные, развивающие и физкультурные занятия. Сайнару нужны любящие мама и папа, их внимание и всесторонняя забота. Малыш ждет встречи с надежной, ответственной семьей. Надеемся, что маленький Сайнар уже в скором времени обретет то, что ему действительно нужно, любящую и заботливую семью. Но семьи порой нужны не только детям, но и животным. В мире огромное количество
бездомных четвероногих, которым также нужна забота и ласка. Если вы вдруг сегодня решили подарить этому миру какое-то добро, приютите у себя, например, кошку или кота. Тем более, что 9 июня отмечается День заботы о любимом коте. И если у вас такового нет, то это отличный повод обзавестись четвероногим другом. Ну а мы далее расскажем о других памятных событиях сегодняшнего дня. 9 июня – Международный день друзей, Международный день архивов и Международный день аккредитации. 9 июня также День группы советских войск в Германии. По народному календарю восточный ветер 9 июня предвещает простудные болезни у людей и скота, а северо-западный ветер – ухудшение погоды и сильные дожди. Если 9 июня лег первый летний туман, будет хороший урожай грибов. 9 июня 1737 года вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы. Огонь охватил центр города, сгорел даже Кремль. От пожара треснул 200-тонный царь-колокол. Было уничтожено более 2500 дворов, около 500 лавок и множество церквей. 9 июня 1904 года первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр. 9 июня 1935 года в СССР приняли закон о смертной казни за побег за границу. В 1945 году 9 июня учреждена медаль за взятие Берлина. 9 июня 1993 года в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода». 9 июня 1661 года родился Федор III Алексеевич, русский царь, старший брат Петра I. В этот же день, в 1672 году, родился Петр I, первый российский император, царь-реформатор. В 1781 году, 9 июня, на свет появился Джордж Стефенсон, английский инженер-механик, изобретатель паровоза. 9 июня 1963 года родился Джонни Депп, американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер. В 1981 году, 9 июня, родилась Натали Портман, американская актриса театра и кино, кинорежиссер, продюсер и сценарист. Именины в этот день празднуют Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий, Петр и Ферапонт. Ну а далее мы расскажем о том, как свое хобби и увлечение превратить в пассивный доход. Подробнее об этом у Виолетты Засимовой. Бисерная мозаика – такое название носит творческое объединение мастериц по бисеру, которое начало свою работу с 2021 года. В его рядах женщины самых разных возрастов и профессий, которых объединяет общая страсть к бисероплетению. Они регулярно собираются в стенах библиотеки, делятся опытом, проводят мастер-классы, приглашают именитых мастеров и активно используют богатый библиотечный фонд, где представлены книги и журналы по бисероплетению. Курирует объединение ведущий библиотекарь Валентина Колесова. Мы как начали? Сперва кто желающий, кто что умеет, тот и проводил мастер-класс. Потом постепенно начали собраться желающие, любители бисероплетения. И мы уже как-то нашли свою тематику и сейчас плетем в национальном колорите. У нас в основном делаем мы Иленька Бигер, бастоны сейчас делали, мы раньше еще броши делали. Все начиналось как кружок по интересам, пока Валентина Колесова не узнала о ведомственном проекте Минкультуры России «Гений места». Это федеральная инициатива, направленная на развитие креативных индустрий на базе библиотек страны, предоставляя участникам доступ к онлайн-платформе genieetoty.rf. Здесь доступны эксклюзивные курсы от того, как превратить хобби в прибыльный бизнес до написания грантов. Именно это вдохновило мастериц бисерной мозаики на монетизацию своего творчества. Они начали активно проводить выставки-ярмарки, особенно перед такими праздниками, как Новый год и 8 марта, когда спрос на оригинальные подарки особенно высок. Я очень обрадовалась. В прошлом году я продала за 1200 набор. Такое простое, как бы кажется, да? И мне очень понравилось. Так обрадовалась. Оказывается, можно иметь доход, хоть немного, но приятно. Сейчас члены объединения активно готовятся к главному якутскому празднику – Исэху. В эти дни наставником для женщин из бисерной мозаики является Ангелина Платонова. Она увлекается бисероплетением с 2022 года и сейчас является опытным мастером. На своем примере Ангелина демонстрирует, как увлечение может приносить неплохой доход.
И в прошлом году я тоже сделала илинкебигер, бастынга, серьги. И перед исыхом я примерно продала на сумму 60 тысяч рублей. Изделия мои ушли. Ангелина Платонова следит за актуальными трендами, отмечает растущий спрос на якутские украшения, особенно среди молодежи, и призывает участниц объединения использовать эту тенденцию для монетизации своего хобби. Те вот ученицы, которые здесь проходили мастер-класс вот на такие украшения, теперь они вот берут заказы и готовят групповые заказы. Это значит родители выпускников детских садов, какие-то ансамбли женские национальные тоже по 7, по 10 штук готовят и реализуют свои изделия. То есть они тоже имеют свой доход. Так, из небольшого кружка, где женщины собирались, чтобы отдохнуть от повседневных забот за кропотливой работой, бисерная мозаика превратилась в нечто большее. Это место, где можно не только найти единомышленников и расслабиться, но и освоить новое мастерство, превратить его в источник дополнительного дохода, а также порадовать близких уникальными изделиями. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Вот. Ну и говоря про доход, да, сегодня способов оплаты огромное множество. Тем не менее, наличными деньгами мы хоть и не полностью, но в достаточной мере уже почти перестали пользоваться. И чем реже мы видим банкноты, тем вероятнее попасться на фальшивую. Кстати, если вы думаете, что их у нас нет, то ошибаетесь. По данным Нацбанка, только в этом году выявлены 2 поддельные банкноты. Одна номиналом 5000 рублей, вторая 1000. И вот как различить фальшивую купюру, узнаем в рубрике «Финансовая грамотность». Модернизированная банкнота 5000 рублей, более защищенная по сравнению с купюрой образца 1997 года, была выпущена Банком России в октябре 2023 года. В Якутии же в обращении они появились недавно. Поэтому не все могут знать, по каким признакам можно отличить настоящую купюру от поддельной. Мы смотрим банкноту на просвет, мы смотрим водяной знак, мы смотрим защитную нить. Защитная нить на просвет у нас выглядит сплошной полосой. Потом мы смотрим банкноту при наклоне. У нас есть признак кип-эффект. Мы смотрим здесь знак рубля. Меняется слово «Россия» на номинал 5000 рублей. Мы смотрим эмблему рубля. Тоже она у нас при наклоне меняет цвет с малинового на зеленый. И также мы смотрим по тактильным ощущениям. У нас есть высокорельефные буквы «Билет Банка России». Это 5000 рублей и внизу 5000 рублей. И метки для людей с ослабленным зрением по бокам. При этом специально обменивать старые банкноты на новые не нужно, утверждают специалисты. Они выходят из обращения постепенно по мере износа. Так что, как и раньше, ими можно оплачивать товары и услуги, класть на счета. А чтобы узнать признаки банкноты, также можно скачать приложение «Банкноты Банка России». Оно выглядит вот так у нас со знаком рубля. Здесь заходите, и здесь у нас есть все номиналы, которые у нас в данный момент находятся в обращении. Но если все же остаются сомнения в подлинности банкноты, то лучше всего отнести ее в банк, где специалисты бесплатно проверят ее. Но обнаружить среди своей наличности фальшивую купюру, скорее всего, шанс не очень большой. Тем не менее, нулю он не равен, так что будьте бдительны. А вот шанс того, что случится другое неприятное событие, намного больше. И сейчас речь пойдет о потере багажа во время перелета. Такие ситуации случаются, и никто от этого, что называется, не застрахован. Поэтому рекомендуем запомнить советы юриста, который подскажет, что же делать, если с вами приключилась такая неприятность. Доброе утро, Якутия! Самолет является одним из самых безопасных видов транспорта. И сейчас трудно найти человека, кто ни разу бы не был пассажиром этой гигантской железной птицы. Обсудим сегодня одну неприятную ситуацию – потеря багажа. Как правильно действовать в такой ситуации? На что вы можете претендовать в случае спора с авиакомпанией? И каким образом отстоять свои права? Итак, если вы столкнулись с такой проблемой, прежде всего в аэропорту необходимо найти стойку розыска багажа. Она всегда находится в зоне выдачи багажа. Сотрудник за стойкой поможет вам составить заявление, которое необходимо написать в 2 экземплярах. Один из них останется у вас, а второй в аэропорту. Кроме того, в присутствии пассажира составляется акт об утрате PIR, который является основанием для розыска багажа. Розыск производится в течение 21 дня. Если багаж найдется, то представители авиакомпании доставят его бесплатно вам по указанному адресу. Но если направленные на это мероприятие не принесли успеха, багаж через 21 день официально считается утраченным
утраченным. И на авиакомпанию ложится ответственность за компенсацию вам морального и материального вреда. Остановимся немного подробнее. Для получения компенсации вам необходимо обратиться с официальной претензией к перевозчику, описать сложившуюся ситуацию, составить перечень вещей, находившихся в вашем багаже, а также приложить квитанции о вынужденной покупке вещей первой необходимости, средств гигиены и одежды. Кроме того, понадобятся реквизиты вашего банковского счета для перечисления денежных средств. В случае, если авиаперевозчик не согласится с вашими требованиями, либо попросту оставит вашу претензию без внимания, вы имеете право обращения в суд с исковым заявлением о взыскании материального ущерба. Исковое заявление подается в рамках Закона о защите прав потребителей и предъявляется по месту жительства истца, пассажира. В своем заявлении вы имеете право попросить суд не только взыскать сумму материального и морального вреда, но и неустойку за отказ авиакомпании в добровольном порядке удовлетворить ваши требования, а также штраф в размере 50% от суммы присужденных судом денежных средств. Следует отметить, что пассажирам не всегда удается взыскать полную сумму за утраченные вещи, так как законодательством установлены предельные тарифы, применяемые для компенсации за потерянный багаж. Поэтому, если соберетесь перевозить в багаже дорогие либо ценные для вас вещи, лучше всего будет застраховать свое имущество. Это убережет вас от потерь, длительных судебных тяжб, а также сэкономит ваше время и деньги. До новых встреч! И если не знаете, как поступить, поступайте всегда по закону. А мы продолжим череду полезной информации, которая в жизни может пригодиться, но перейдем в поле правильной речи. Наш язык постоянно развивается, и порой правильное произношение тех или иных слов может казаться устаревшим, но правильность от этого в нем не убавляется. Далее в рубрике «Говорим правильно» разберем такие случаи. Доброе утро, дорогие телезрители! В одной из наших прошлых встреч мы с вами говорили о произношении глагола «звонит». Конечно, никто нас не может заставить произносить это слово не так, как нам не нравится. И поэтому мы с вами продолжаем говорить «звонит», не боясь показаться архаичными, какими-то мамонтами. Иными словами, никто не может нас принудить или принудить говорить, звонить. Давайте разбираться. Современные словари утверждают, что можно говорить только принудить и никак иначе. Но вот понять, откуда ноги растут у этой ошибки, достаточно сложно. А может быть, в этом как раз виноваты глаголы на «ить», у которых стремление ударение поставить на окончание. Вспомните наш недавний разговор про глагол «звонит». Но, тем не менее, глагол «принудить» к ним не относится. Мы всегда ставим ударение на основу слова, на звук «у». Принудить. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Ну а между тем в Якутске завершились соревнования по художественной гимнастике. 16 команд из 7 районов республики боролись за звание лучших. И в целом художественная гимнастика – это особый вид спорта, сочетающий в себе, казалось бы, противоположные вещи. Это спортивный дух и крепость тела с грацией, подобной произведению искусства. О том, как развивается самый прекрасный вид спорта в нашем регионе, расскажем далее. Обручи и скакалки взмывают к потолку. В гимнастическом зале детской и юношеской спортивной школы номер 9 полным ходом идет отбор в состав сборной команды республики по художественной гимнастике будущего спортивного сезона. По результатам недавно завершившихся республиканских соревнований по художественной гимнастике «Юные таланты Арктики» было отобрано 65 гимнасток из 16 команд со всей республики. Отобрать будущих звезд художественной гимнастики в столицу республики специально приехала главный тренер сборной, олимпийская чемпионка Ксения Дудкина. Соревнования прошли очень плодотворно. Девочки, видно, кто очень усердно готовился, и видно, что вообще практически все к нему готовились. Участников было много, около 800 участников у нас было, и я считаю, что это очень масштабно, что это очень красиво и потрясающе, что тренеры нашли возможность подготовить такое количество детей, не только в индивидуальной программе, но у нас было и групповое, и дуэты, и тройки, и двойки. И что хочу сказать, виден рост.
Все результаты по отбору в дальнейшую сборную, мы это все прошли, мы проштудировали всех деток, и у нас, думаю, складывается очень хорошее будущее поколение. О том, как развился самый красивый вид спорта в нашем регионе за последние несколько лет, рассказала руководитель спортивного клуба «Кристалл» Таисия Макарова. Впервые участвовало 7 муниципальных районов. Из них, естественно, такие город Якутск, где развивается художественная гимнастика уже давно, Мирнинский район. Вообще художественная гимнастика началась с Мирнинского района в 70-х годах в Якутии. И потом уже, Нюрингринский район. Мы долгое время были всего в 3 районах. Это Якутск, Мирный и Нерюнгри. А сейчас уже это Хангаласский улус, это Нюрбинский улус. Очень много детей из Нюрби приехало, 66 человек, более 60 человек, да. Это Уснера, поселок Аймиконский район. Даже из Аймиконского района 6 человек, девочек, приехало. Они совсем недавно начали развивать там художественную гимнастику, там есть тренер. Все вообще, конечно, держится на энтузиастах. Это очень здорово, потому что у нас все-таки преимущественно в республике базовые виды спорта являются борьба, бокс, кикбоксинг, там, и игровые виды спорта, волейбол, футбол, это в основном мужские виды спорта. А девочки остаются вне данных, у них начинается спорт только в 10-12 лет. И поэтому очень важно, и это очень на самом деле хорошо, что художественная гимнастика начала развивать столько детей. Вообще на этом турнире более 800 выступлений. Представьте, это около 500-600 гимнасток приняли участие в 2 соревнованиях. Республиканские соревнования «Юный талант Арктики», которые являются официальными, и турнир «Виолетта Open Cup», в котором приняли участие вообще все гимнастки. О нюансах групповых состязаний поведала старший тренер сборной команды республики в групповых упражнениях Анна Куликова. Мы сейчас активно подбираем гимнасток в новую команду, обновленную, молодую, на следующие игры «Дети Азии» 2028 года. У нас меняются предметы. Основным предметом сейчас станет скакалка. Не базовый предмет для гимнастики, очень мало кто ей умеет владеть, поэтому здесь мы уже начали активную подготовку, работаем со скакалками, обучаем детей базе. Всего на главное событие весны и лета этого гимнастического сезона приехало более 800 гимнасток из 7 регионов республики. Среди них команды из Амикона, Чурапчи, Нюрбы, Хангаласского улуса, городов Мирный, Нерюнгри, Якутск. Надежда Кузнецова, Иван Саркаумов, Якутск. А мы вновь готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы и узнать о последних новостях. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Управляющая компания, товарищество собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы с первого квартала будущего года обязаны будут предоставлять жильцам отчеты о своей деятельности по единой форме, утвержденной Минстроем России. Таким образом, сейчас правила к ежегодной отчетности УК о правлении жилищных кооперативов и ТСЖ устанавливаются исключительно приказом Минцифры и Минстроя, который не предусматривает форму отчетности, а лишь перечисляет информацию, которая должна быть размещена в ГИС ЖКХ. Для гражданина, не обладающего специальными знаниями, достаточно трудно разобраться в этих данных и понять, какие работы были проведены. В Доме дружбы народов имени Кулаковского прошел ежегодный съезд коллекционеров Якутии. В этом году он стал 9-м по счету, приуроченный к 80-летию Великой Победы. Его участниками стали более 50 коллекционеров со всей республики, которые представили свои редкие собрания, уникальные экспонаты. Среди них были значки, монеты, украшения, сувениры, ретро-предметы и антиквариат. Кроме того, традиционно на съезде наградили серебряным знаком активных и отличившихся коллекционеров. Интерес с детства. Мы собирали значки, спичечные этикетки, деньги. И вот все это, общение с людьми, обмен. Я собираю фотоаппараты. У меня их порядка 79, именно советского периода. Сейчас они представлены в Прометей, в ретро-музее, выставлены там. Еще собираю издание Гоголя «Ревизор». Сейчас у меня более 105 именно выпусков.
Якутия присоединяется к проекту «Дорога северных плейнеров». До 18 июня художники будут работать в Якутске. Мероприятие приурочили к двум значимым датам – 500-летию начала освоения Северного морского пути и 80-летию российской атомной отрасли. Участниками выступают как представители разных регионов России, так и местные художники. Работы, созданные во время плейнера, представят на выставке в Якутске. Площадкой станет Дом художника на улице Лермонтова. Открытие намечено на 13 июня. Экспозиция будет доступна для посещения до 13 июля. Новый год встретили венки республики. Представители малочисленного народа отпраздновали юбилейный 35-й Бакалдын, встречу лета, танцы и песни, национальные обряды и угощения – все это непременные атрибуты торжества. Встреча рядовых племен происходит в живописном месте Кенкеме. В течение 3 дней на площадке будут работать выставки, творческие площадки, концерты и тематические программы. Напомню, эстафета проведения праздника из года в год переходит от района к району. В этом году организатором выступает Усьмайский район, а в следующем году праздник состоится в Иенгре Нерюнгринского района. В этом году построил трибуну. Это тоже для нас очень большое, скажем так, продвижение, развитие нашей площадки. И с Усьмайского района приехали очень много коллективов из 4 населенных пунктов. И мы хотим, чтобы наше поколение молодое, оно вот, посещая наши национальные праздники, они впитывали и все понимали, и потом в будущем стали проводниками национальной культуры уже дальше своим потомкам, детям. Аят Бедикалу, Геркил, Матал. Всего хорошего. Всего 3 рабочих дня ожидает россиян на этой неделе. С 12 по 15 июня запланированы выходные в связи с празднованием Дня России. В этом году 8 марта выпало на субботу, поэтому этот выходной перенесли на 13 июня. 12 июня День России, а 14 и 15 стандартные выходные. Таким образом, россияне будут отдыхать 4 дня подряд. При этом среда, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, так как это предпраздничный день. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. А сейчас поговорим об одном из ярких событий этого месяца. Это приезд новосибирского цирка «Шапито Звездный» с цирковым шоу «Парад Але». И в программе выступлений аттракцион бурых медведей, силовой экстрим, воздушные гимнасты и световое шоу. И подробнее об этом всем нам расскажут представители цирковой труппы, силовой атлет Фирус Юсупов и клоун Владимир Ващенко. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, вы уже при всем комплекте, как будто бы это мини-шоу мы сейчас здесь будем показывать. Тем не менее, немного о нем. Как вообще давно работаете на арене вы непосредственно и как увлеклись цирковой деятельностью вообще? Я на арене уже порядка 20 лет. Я начал работать с 12 лет. Мои родители работали в цирке, поэтому я тоже пошел. У вас династия получается? Да, получается династия. Вот, и, естественно, меня очень заинтересовало это с самого детства. За 20 лет интерес не угас? Нет, наоборот. Еще больше и больше. Наоборот, очень интересно с каждым днем. Ага. Фирус, а вы как вот в цирковую деятельность вошли? Я закончил цирковой колледж у себя на родине. Первый жанр у меня жонглер, так, когда я тоже жонглировал. Вот, и потом каждый раз усложняется. И потом перешел на силовой экстрим. Это связано с гирями. На данный момент мы в ваш город, замечательный город Якутск, привезли очень хорошая насыщенная программа. В программе у нас участвуют очень сложные номера, а также животные, ухоженные, дрессированные, контактные. Дрессура у нас, отмечу, вот, то есть очень сложный трюк. И лично в моем номере задействована машина более 3,5 тонны. То есть очень много фишечки, очень интересные, захватывающие моменты. И советую всем приходить посмотреть. Очень зрелищная история. Очень зрелищная, да. Мне интересно, что... Нам, боюсь, время не хватит. Не хватит все рассказать. Да. Как бы да, в этом, наверное, и суть, что... Да и в принципе, да, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Все мы это помним. Но в целом про гастроли как таковые, да, сложно ли вот с цирком гастролировать? Сколько вообще гастроли могут длиться? Вот, например, в одном городе сколько вы пребываете обычно? И, может быть, какие-то интересные факты? Порядка 5 недель в большом городе, а в некоторых городах по 2 недели. То есть мы заезжаем в самые отдаленные уголки нашей страны.
там тоже нас ждут, тоже любят, тоже детки смотрят. Программа выстроена очень правильно, то есть зритель не устает. То есть она как начинается, она как по накатанной идет, и постоянно смена номеров, смена цирковых жанров, и зритель как бы на одном дыхании смотрит. И, конечно, нас приглашают в самые отдаленные уголки. Вот у нас намечен Сахалин, даже Сахалин. Почти самая крайняя точка же страны. Так что мы не боимся таких трудностей. Но я хочу еще добавить, мы от всего нашего коллектива хотим поблагодарить наших замечательных зрителей. Это Якутск нас очень красиво встретили, очень тепло. На самом деле, у вас бывает, мы слышали, холода, там минус 40, минус 50. Раз слышали, значит, зимой не бывали еще. Да, то есть не бывали. Но насколько теплые зрители, атмосфера, то есть нам очень понравилось. Спасибо большое нашим зрителям. В целом, говоря про гастрольную опять деятельность, вот вы сказали, Сахалин вас уже ожидает, а до этого, наверное, самая дальняя для вас, по вашим меркам, точка, где с гастролями был цирк, ваша труппа? Комсомольск на Амуре, Хабаровск, Благовещенск. А где, может быть, немножко некорректный вопрос, тем не менее, самые, наверное, самые необычные гастроли, где прошли, и почему их можно считать самыми необычными? Можно ли как так выделить? Я думаю, необычное — это начало сезона, когда еще везде лежит снег. И наверное, все-таки Нерюнгри, да, когда 18 мая выпал снег, сугробы просто. Да. И передвижной цирк с сугробами, и это все нужно было расчистить до прихода зрителей. То есть принимали все участие поголовно просто. Да. Даже трактор принимал участие. Но все было расчищено, готово, конечно. Но 18 мая просто снимали на телефоны. У нас много людей с юга России, с Краснодара, с Ростова, с Сочи. И все просто домой отправляли, где уже жара, там больше 30 градусов. Вот 18 мая, и все такие, не может быть. Вот. Тоже как бы в мае снег. Вот мы сегодня тоже в начале передачи рассказывали, у нас до сих пор есть июнь на дворе, в Анабарском улусе снежок еще лежит, даже минусовая температура. Да, у нас этот регион полон таких необычных явлений природных. Но тем не менее, вернемся к программе. Вкратце уже рассказали, что да, и животные есть, да, и силовой экстрим есть, и вообще ярко, все динамично. Тем не менее, какой посыл, может быть, само представление несет зрителю? В первую очередь, цирк — это, если так сокращенно аббревиатура, это царство искусства, риска и красоты. И, конечно же, цирк показывает человеческие возможности, которые, в принципе, даны каждому из нас изначально. Да, все верно. Которые, если мы будем развивать, то мы можем их показать. И Евгений как человека, то есть на что способен человек, то есть на что способен каждый из нас. Вы можете посмотреть в цирке. То есть нет предела возможностям человека, да? Да, это настоящее искусство, никак невозможно обмануть и не петь под фонограммы, так сказать. И тут очень много действий делать, одно и то же. То есть это репетировать для того, чтобы маленькие изюминки донести нашим зрителям. Хотя, казалось бы, даже посмотреть один номер в цирке, там 2-3 минуты, наверное, да, и ради него же столько... 99% это за кулисами, это подготовка. Это подготовка. То, что на манеже, это уже финал. И сразу вспоминается, талант всего лишь 1% успеха, 99% это труд и упорство. Конечно. Вы с атрибутикой сегодня пришли, и, может быть, нашим зрителям, да, что-то немножко продемонстрируете, какие-то элементы, какие-то, может быть, как это правильно назвать, этюды, не этюды и так далее. Можно я первый? Пожалуйста. Пожалуйста. Смотрите, что он творит. Это жонглирование. Не 2, не 3, целых 5. Целых 5. Да. Целых 5 мячиков легко. На представлении их гораздо больше. Вот. Сколько их на представлении? Приходите, посмотрите. Интрига. Мне кажется, это просто уже количественность, неважно какая, уже больше 5, уже интрига, как же это выглядит вживую. А у вас, я так понимаю, будет из силового что-то у нас. Смотрите, это обычная грелка. Запечатанная. Купили, в аптеку. Вот просто проверьте, что это настоящее. То есть можете порвать, распечатать. Я могу прям распечатать? Да, конечно. Давайте. Что все... Оп. Да, проверяйте реквизит. Он прям, чтобы... Пакет был запечатан заводской.
прям видно. Так, спасибо. Грелка без... Ну, обычная, да, прорезиненная, классическая Не грелка. подрезанная. Нигде ничего, да, вот тут крышка, все еще туго идет. Тоже посмотреть. Все, прям грелка обычная, самая настоящая. Ну, наверное, она должна быть открыта, да, для вашего трюка, или как это назвать? Смотрите, дело в том, что сейчас многие силачи, многие, так сказать, даже спортсмены, они надувают просто стоя или сидя и так далее. Но когда вы приедете в цирк, вы посмотрите такой трюк, еще никто не делает. То есть более 200 гвоздей у меня лежит на груди, плюс ассистент весом 90 килограмм и плюс бревно весом 60 килограмм. Все это на вас? Все это на меня, и плюс я лежа надуваю грелкой. Но я сейчас покажу самое... Сидя. Так сказать, затравка. Честно побаиваюсь, что резина мне отлетит в лицо, и на всякий случай прикрыл ухо. Но в целом, вот прям в упор это выглядит невероятно. Ох. Ну вот. Ну и прям вот вживую видишь, как она надувается, да, вот она. То есть полностью. Причем она просто порвалась, не как вот шарик, он же еще разлетается на эти, вот разорвалась грелка. Ну, невероятно. Я всем, наверное, советую прийти посмотреть со сцены. Конечно, вряд ли будет возможность прямо на расстоянии полуметра это увидеть. Тем не менее, с другой стороны, помимо вот демонстрации своих навыков, у нас сегодня еще есть прекрасная возможность для наших зрителей получить приз в виде пригласительных на ваше шоу. И для этого у нас есть игра, в ходе которой нашим зрителям нужно ответить на вопрос. Этот вопрос вы готовы задать? Да. Дорогие зрители, нам, чтобы выиграть эти билеты, нужно сказать, что такое парад алле, что это значит. Что значит слово парад алле? Это название нашего циркового шоу, но что значит, скажем, в реальной жизни слово парад алле? Ага. Ответы ваши мы ждем в нашем телеграм-канале. Ну и кто правильно ответит, у того будет возможность, конечно же, пригласительный получить и посмотреть вживую. То есть мы посмотрели, наверное, там 0,5% от всей программы сейчас вот здесь в эфире. Естественно, на самом шоу этого будет все больше, это все будет намного масштабнее. Ну, мы говорим вам спасибо за демонстрацию, опять же, до сих пор восхищен и просто не знаю, куда деться. Желаем вам, конечно, дальнейших успехов в вашей деятельности, большое. Ну и благодарного зрителя, неважно в каком городе, в любом, чтобы всегда встречались с теплотой, заботой и радостью, самое главное. Как в Якутске. Как в Якутске, да. Как Якутске, может быть, чуть лучше, но это, наверное, вряд ли. Вот. Ну, а мы, конечно же, дорогие друзья, с вами готовы попрощаться, но, тем не менее, еще одно, вот, продолжая необычность какую-то, экстрим небольшой, потому что силовой экстрим, да, мы хотим рассказать вам историю, точнее, показать кадры, которые могут своей, наверное, неожиданностью, да, каким-то небольшим шокировать могут, да, шокирующие кадры. Вот прямо сейчас вам демонстрируем. Человек прыгал с парашютом, но парашют у него не раскрылся. Он долго-долго летел, собственно, и когда до катастрофы оставались там считанные секунды, у него надежный запасной парашют у него выскочил. Ну, парашют не то чтобы не раскрылся первый, он просто у него запутался, но тем не менее это событие, конечно, такой момент очень опасен, и нужно уметь в это время сориентироваться, не потеряться вот, и спасти себе жизнь. Когда запутывается парашют, это, конечно, на такой высоте очень, наверное, страшно, особенно если он в тебя вот так входит, тебя опутывает. Но человек, видимо, опытный, потому что не растерялся. Понятно, что паника какая-то присутствует, тем не менее он все сделал правильно, и надежный запасной парашют его не подвел и спас ему жизнь. Но экшн-камера, конечно, может быть, не полностью передает
весь, наверное, ужас, который происходит там. Но самое главное, что все замечательно, хорошо закончилось, человек жив, приземлился мягко, плавно и, возможно, даже никаких травм не получил. А мы желаем вам сегодня, конечно, чтобы для вас погода была летная, все парашюты, ну, в кавычках, да, чтобы для вас не было парашютом, оно раскрывалось вовремя, надежно, и ничего плохого с вами не случалось. А вот насколько летная погода, давайте мы еще раз сегодня повторим и о ней расскажем. И в центральных районах Якутии сегодня от плюс 17 до плюс 25 градусов, в Заречной группе от плюс 14 до плюс 24, в южных от плюс 13 до плюс 20, в Вилюйской группе плюс 17, плюс 26, в Нижнеленских плюс 16, плюс 23, в западных плюс 14, плюс 26, в Колымо-Индигирской группе улусов от плюс 1 всего лишь градуса до плюс 17, в Янских от 8 до 23 градусов тепла, до северо-западе от 5 до 27. В Якутске сегодня в 6 утра было всего лишь 12 градусов тепла, ветер северо-запада от 1 до 3 метров в секунду, но уже днем ожидается солнечная погода, ветер также северный от 1 до 3 метров в секунду, а вот температура днем по-настоящему летняя, плюс 23, плюс 24 градуса. Но, с другой стороны, спасибо, что не плюс 30, хотя до этого нам немножко осталось. В общем, вот такое теплое сегодня якутское лето нас ожидает. Мы вам желаем отличного настроения, хорошего дня, чтобы все ваши цели сегодня выполнялись, достигались. И не забывайте про игру в нашем телеграм-канале. До встречи, до завтра.